у него, у этого, как его, Кимитей, второй кто? Новикова ВДНХ. Я сейчас вот смотрю, медики работают на акции. Думаю, услышал ваш разговор случайно. Вот что там происходит такого? У вас какая-то связь или есть определенное правило, которые посещающие акции должны проходить? То вы уже знаете, что эта акция 10-й раз проводится, и мы очень благодарны Сардане Михайловне, что вот такую акцию нас привлекают, потому что мы выявляем всех, проходят флюорограф наши социально адаптированные, которые никогда не заманишь на флюорографическое обследование. И поэтому, когда они приходят сюда, оказывают им всевозможную помощь, социальную, паспортную, психологическую, наркологическую. Также мы здесь их проверяем на ИХ, на ковид. И наши обязательно фтизиатры после флюорографического обследования всех флюороположительных лиц мы дообследуем компьютерной томографией. Потому что у нас очень напряженная ситуация по туберкулезу в городе Якутске. И особенно наши пациенты, которые в основном социально дезадаптированные лица, и поэтому их нужно обязательно обследовать, собирать мокроту, компьютерную томографию, если надо, нужно госпитализировать. Сегодня на этой акции у нас прошли 67 человек флюорографическое обследование, из них 15 флюороположительных, даже уже 16, и 5 должны были бы лечиться. Но доехали до нашей больницы только пока 4 человека. Один пациент, наш бывший больной, он сказал, я сам подойду. Очень благодарны, выражаю искренне, как говорится, за участие в этой акции наших пенсионных. Он здесь у нас помогает СНИЛС восстанавливать, паспортный стол помогает, паспортные данные. И после этого, надеюсь, мы никого не потеряем. Ну, вообще, вот сказали положительные, 16 там определенные болезни, они лечиться должны, да? Правильно? Да, нет, но возможно среди этих 15, которые перенесли туберкулезный процесс, у кого-то пневмонические, поствоспалительные изменения, это нужно обязательно уточнять, они у нас анализ мокроты сдали, после этого будет результат, посмотрим. Анна Михайловна, а вот все время вот этот кабинет у вас передвижной, это как палочка-выручалочка или как? Да, это вот сейчас на балансе нашей Якутской городской больницы номер 2, где главный врач Саргалана Афанасьевна Васильева любезно предоставила такой вот флюороаппарат. И это очень большое подспорье нашей, как говорится, борьбе со всеми социально значимыми заболеваниями. Да я с вами знаком буквально с первых акций, да? Да, с первых акций. И главное было у нас это именно плохие болезни, я их так называю. Да. А можно сейчас пойти и показать нам, вот там действительно же анализы берут и рассказать, какие. Хорошо, вот. Давайте пройдем. Ага. Вот машина наша подъехала, забираем, и везем его. И сейчас уже кого-то повезли, да? Да, вот сейчас уже кого-то повезли, который, значит, флюорографически выявили, сейчас повезли его на компьютерную томографию. И этот контингент не отказывается в большинстве-то? Ну, человек с добром, и он тебе с добром. Я считаю так. Мы их, как говорится, говорим, что обследуем, это же бесплатно. Компьютерная томография – это очень дорогое удовольствие, а они проходят у нас бесплатно. Давайте расскажем, вот какие анализы сейчас берутся, как раз там такой пациент сидит. В этой палатке у нас наши врачи-фтизиатры сидят городского противотуберкулезного диспансера, которые все, то, что я говорила, через пенсионный фонд, мы СНИЛС, как говорится, выяснили паспортные данные через паспортный стол. Все это вбивается в нашу программу. И эти наши врачи уже смотрят, уже могут, как говорится, архив могут посмотреть, проходил ли он обследование в какой-то другой больнице. И если у него изменения какие-то, мы через программу выписываем направление онлайн, уже, как говорится, в нашей лаборатории, видят номер, какой будет мокроты, какой номер направления на компьютерную томографию. Здесь берутся у нас анализы мокроты. А мокроты, это вот она для чего? Мокрота – это выявление, как говорится, бактериовыделения. Если человек заразный, то значит он сразу будет
известен результат. И это все уже в нашей клинико-диагностической лаборатории сразу у нас посмотрят и сразу скажут. Результат сразу тут же выдается и говорит, что да, этот человек бактериологически опасен. А сколько вот анализ мокроты проходит в среднем? Анализ мокроты, если вот он сдал, где-то через 3-4 часа уже результат выходит. Поэтому мы уже все это знаем. А компьютерную томографию мы уже сразу, как привезли, как сняли, сразу наш врач-рентгенолог сразу видит и говорит, да, Анна Михайловна, у них уже изменения есть, значит их нужно обследовать. А вот сзади у нас человек прошел врача-дерматолога, это тоже обязательная процедура, да? Да, это обязательная процедура. Тут у нас врач-дерматолог сидит, который вот сдали в СПИД лабораторию, у нас там все анализы. Здесь они сразу приходят и получают результат, что да, у него все нормально, все. И на гепатит, и на ВИЧ, и на все, значит, заболевания плохие, как вы говорите. Вот сейчас сзади я вижу, что вот рядом тоже вот Есть у нас медицинский центр. Да, они вот как раз проверяют у нас ковид. И здесь также тут же сразу врач-терапевт принимает и сразу, как говорится, результат, что человек... А, дистерапевт еще да, работает. еще терапевт работает. Так что они получают все услуги медицинские сразу в одном месте. И это Даже очень так? хорошо. А вы не подскажете, вот, ага, вот у нас акция «Путь дома». Ага. Есть ли, как бы, из опыта вашего, вот, чтобы вот такие комплексные услуги и делались именно для людей, которые попали в такую жизненную ситуацию? Это очень важно. Это очень важно, потому что мы знаем, что эти люди сами не придут в медицинское учреждение. Придут только если что-то случится с ними, ну, я имею в виду, что-то совсем уже будет совсем очень, как говорится, жалобы или переломы, или еще что-нибудь. Они все проходят через экстренную медицинскую помощь, через скорую помощь. А то, что вот так вот их сразу обследуем, сразу одномоментно в одном месте, это очень большое, как говорится, подспорье для нашего защиты нашего населения от всех плохих болезней. И у вас очень такая интересная вот практика появилась в акции «Путь дому». Взаимодействие с МВД, спеццентра. Да, я да, вот заметил, вы да, практически... Вот я и говорю, я очень благодарна Сардане Михайловне, что она здесь собирает нас всех. И медицинские учреждения, и службы полиции, и служба паспортная служба, и пенсионная служба, и психологи, и реабилитационный центр. Не надо забывать наши пансионаты, наши, как называется, дома временного пребывания, где наши пациенты, если изъявляют желание, то их, как говорится, им выдают места. И трудоустраивают еще. И если есть еще землячество, то помогают им доехать до, как говорится, до родины. И это вот, очень хорошо. а вот с медицинской точки зрения, помните, мы много с вами говорили, когда начинали, да? Ну, это влияет на медицинскую ситуацию в городе среди этих, да? Однозначно, обязательно, потому что мы уже выявляем, очень многих знаем, и все некоторые, которые уже выявили туберкулез, мы их лечим, мы им бесплатно лечится туберкулез, все это бесплатно, сейчас на коммерческой основе очень же много, да, и поэтому, в общем-то, нашим больным мы оказываем очень, как говорится, такую вот помощь. Огромное спасибо за участие в акции и вообще, честно говоря, очень благодарен, что вы лично участвуете. Я сразу говорю, 10-й раз встречаемся, и вы все время на посту. Это сразу говорю и летом, и зимой, и весной, да? Да. Спасибо. А мы сейчас подойдем к пенсионному фонду. А вот, да. Анна Михайловна, это много зависит, что СНИЛС есть или нету, да, привязан? Обязательно. Почему? Потому что ни в одно медицинское учреждение такой больной, когда попадает, мы же должны о нем все знать. Если есть СНИЛС, то мы уже видим, что в какой он больнице побывал. Или в РБ-2, или в нашей больнице, или в КВД, или же в наркологии. Это сразу высвечивает наша программа. То есть это, да. Получается еще одно взаимодействие, более серьезное. Да, очень.
это большое подспорье нашему пенсионному отделению Фонда Российской Федерации. Они нам всегда очень помогают. Обычно наши пациенты же поступают без документов, без ничего. И когда мы уже выясняем все и выявляем, и все эти данные забиваются в нашу программу, которая называется Артемис. Сейчас узнаем, ага. Да. Вот сейчас как раз идет. Да. Это сейчас идет у нас запись на флюорографическое обследование, да. Чтобы ни один пациент у нас не потерялся. Мы выясняем сразу СНИЛС, паспортные данные, и все это забивается сразу в компьютер. Огромное спасибо. Здравствуйте. Опять я с вами встречаюсь, да? Только что очень много благодарности было услышано именно от медиков и от всей акции в том, что вы здесь участвуете. Оказывается, СНИЛС, оказывается, еще и это подспорье для медиков, да? Да. И вот на сегодня в акции как? Вы первый раз же, да? Ну, я лично сама, пенсионный фонд в режиме Вы хотите офлайн восстановить участвую их? только в этом году впервые. Сейчас пройдете А так мы ФЛГ, всегда тоже потом оказывали вот пройдете содействие еще в режиме нарколога, онлайн. Но вот и в этом потом году вот в эту мы палатку, сами видите, воочию крайняя увидели, палаточка да, напротив нас прямо. Туда помогли подойдете по поводу нескольким документов. гражданам и Хорошо? восстановить Там вам СНИЛС помогут. тоже Сейчас. помогли. Некоторым гражданам прямо ездили в пенсионный фонд и сразу им восстанавливали этот документ. Но мне сказала Сарана Михайловна, что даже кто-то через 10 дней пенсию получит. Ну, вот подали заявление сегодня, да, одной женщине, ей 53 года, 2 детей. Заявление на рассмотрение. В течение 10 календарных дней решение должны принять о назначении либо об отказе. Но сейчас я ничего не могу сказать. Там нужен общий стаж, да, страховой стаж, индивидуальные пенсионные баллы. Посмотрят, назначат или не назначат. Но решение в любом случае должно выйти в течение 10 дней. Я вот смотрю, вот с медиком сидите, но я просто не увидел такого, Анна Михайловна, такого светлого этого. Она довольна, что вы есть, и у них что-то там быстро происходит, да. То есть СНИЛС это мы считаемся, СНИЛС нужен пенсионному фонду. Оказалось, он еще и нужен многим, да? Да, конечно, это же наш. СНИЛС обязательно нужен. Вот все медицинские организации, СНИЛС, паспорт, даже ИНН тикать надо. И вот участие пенсионного фонда, оно все-таки хотел задать один вопрос. Это не случайно или все-таки хотелось помочь гражданам, больше говоря? Да, конечно, естественно. Мы в любом случае социальная организация, у нас направление работы – это помощь гражданам, да, и естественно помощь гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это призыв, поэтому мы решили принять участие. Надеюсь, что этот опыт будет дальше практиковаться. Спасибо. Акция «Путь дому» продолжается. Она еще пройдет еще до 5 часов. Видите, проходит консультация. Но мне хотелось бы еще поговорить. Здесь у нас Лига женщин находится с Общественной палатой Республики Саха-Якутия. Можно спросить, Лига женщин у нас сегодня здесь, да? Какими судьбами? У нас так спрашивают. Я не только сегодня представляю Союз женских организаций нашей республики, я также представляю Общественную палату Республики Саха-Якутия. Сегодня до обеда и после обеда члены Общественной палаты тоже принимают активное участие в акции. Мы благодарим уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардану Михайловну, потому что буквально 25 июля мы провели круглый стол на тему социальной реабилитации людей, оказавшихся без определенного места жительства. Конечно, эта проблема не новая, и она возникла не вчера и не сегодня. Поэтому принято решение на прошедшем круглом столе, как раз до акции мы проводили, что все-таки необходим закон Республики Саха-Якутия, где бы
было прописано вопросы бродяжничества, попрошайничества и особенно социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, потому что показывает, что 70% людей, которые без определенного места жительства, это люди, которые освободились вот с мест лишения свободы. И, конечно же, очень трудно идет их социализация, трудоустройство. Если это не получается, вот как раз они пополняют ряды таких людей. И акция проводится уже 10-й раз. Общественная палата вот участвует впервые в данном мероприятии. И я думаю, что обязательно необходим этот закон. Если этот закон будет, мы сегодня видим, что очень много и министерств, и ведомств, социальных служб, округов этим занимается. И как раз этот закон мог бы межведомственный вот этот весь работу вот эту всю четко зафиксировать. А то, получается, каждый занимается своим непосредственно, да, то, что касается его ведомства. А такого вот взаимодействия межведомственного, чтобы четко уже было прописано по закону, то, чем должен заниматься, действительно велась бы такая ежедневная, каждодневная работа. И действительно, может быть, таких людей у нас было, конечно же, меньше. И мы изучаем сейчас опыт других регионов, очень хороший опыт Московской области по данному вопросу. И сейчас уже разрабатывается законопроект в Новосибирской области, именно вот с такими людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. И я знаю, что еще один вопрос вы поднимаете. Я, когда выходил с Сардана Михайловна в эфир, да, я задал вопрос представителю Общественной палаты ей по поводу нетрезвителей. Я знаю, что у вас намечается круглый стол. Совершенно верно. Совершенно верно. Этот вопрос мы поднимаем, кстати, не только в этом году. С прошлого года стоит этот вопрос. На нас очень много выходят представители районов нашей республики, общественной, что действительно, особенно вот в холодное время года, когда минус 50 градусов, раньше вот спасали людей, может, кто-то действительно случайно оказался, да, в таком состоянии, и медицинские вытрезвители сегодня очень нужны. Конечно же, это вопрос серьезных средств, финансовых средств, да, и мы будем буквально совместно вот тоже с уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия проводить круглый стол на эту тему с приглашением вот Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, всех министерств, ведомств, и будем этот вопрос ставить, чтобы это тоже полномочия региональные, чтобы у нас на региональном уровне, также обязательно тоже изучая опыт Новосибирской области, опять же, они уже восстановили вот, за счет, получается, региональных средств медицинские вытрезвители. И мы тоже будем этот вопрос рассматривать вот у нас в регионе. Практически все примерно готово, но, конечно же, требуются финансовые средства. И каково впечатление, как первый раз побывавший на акции «Путь к дому», вообще? Да, действительно, лично я сама участвую впервые в этой акции. Конечно же, очень много вопросов, и я сегодня очень приятно поражена, как работает наша система, как работают наши врачи. Сегодня они могут оформить даже свой паспорт, да, который потеряли. Очень хорошо отрабатывает МВД, психологи. То есть очень хорошо налажены вот все службы, которые в меру своих полномочий этим занимаются. И, конечно же, мы видим как и молодые лица, так и пожилых, вот можно сказать, постоянных людей, которые в городе у нас бывают. Очень, конечно, настораживает, что идет омоложение людей, которые оказались без определенного места жительства. И я бы хотела обратиться ко всем главам районов нашей республики, что есть очень много, оказывается, здесь людей, которые приехали с районов и не могут выехать. Или они потеряли паспорт, или у них украли деньги. Поэтому все-таки главы районов должны задуматься. Это все-таки демография, это их люди, это их население, что если такой сигнал придет или с МВД, или с уполномоченного по правам человека, с общественной палаты, чтобы реагировали и помогали все-таки этим людям вернуться к нормальной жизни. Ну, акция «Путь к дому», я хотел бы затронуть тему некоммерческие организации, они же здесь тоже я вот очень благодарна, вот благодаря вот тому круглому столу, и сейчас я пообщалась с такими вот центрами, как «Алмаз», и вот наш центр, у нас есть центр «Кирях», который при Министерстве труда и социального развития, есть НКО, который этим занимается. Оказывается, основная проблема, я им очень благодарна, потому что, поговорив с ними, я уже поняла, что очень много людей проходит через их центр, да, и действительно идет реальная помощь, да, их там и могут и помыть, накормить, документы оформить, да, но самый главный вопрос, я поняла, что это помещение.
Это все НКО страдают, что у них нет собственного помещения, и даже если оно в аренде и ветхое, то могут не получать гранты, субсидии и так далее. Поэтому мы сейчас будем ставить вопрос, чтобы все-таки Общественная палата будет ставить вопрос, чтобы было собственное помещение у НКО для этой работы. Огромное спасибо. А мы сейчас подойдем к нашим некоммерческим организациям. Я вижу, что представитель еще Алмаза приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у нас НКО «Алмаз», правильно? Я хотел бы узнать, какими судьбами. Мне сказали, что вы не приедете, потому что у вас сенокос и далеко. Я вчера приехал ночью. Ага. Как сенокос у вас? Делами разобрался, пришел к концу дня. Да? Когда ребята сидели весь день, работали психологом. Вообще «Алмаз» же давно работает, и на сегодня есть какие-то результаты, наверное, грубо говоря, 2 года все-таки пандемии было. Тяжко, наверное, было. Да, тяжело было, но работаем. 8-й год работаем. Но есть хорошие результаты. Некоторые парни даже вышли из заведения, учебные заведения, поступили, закончили за это время. Есть семьи организованные уже. Семьи, да. Представьте, пожалуйста, а то многие зрители, может, вас не знают, как вас зовут и должность. Иванов Серафим Серафимович, председатель общественной организации «Алмаз». Реабилитация или социализация наркозависимых и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. И мне сказали, что, я просто знаю, что у вас непростое, в отличие от других НКО, да, вы еще, я это называю, у вас есть колхоз, совхоз. Реабилитационная коммуна находится в Кабяе. Вот у нас в этом году объявлен ЧС, все поля затоплены, 30% только сено взяли. Я пока там нахожусь в Кабяе, тоже сенокосом занимаюсь. Вот так. Имеем 50 дойных коров, но больше 100 голов еврокоров. И часть программы нашей реабилитации там проходит. Это общение с животными, анималотерапия, трудотерапия. И люди учатся работать, возвращают потерянные навыки. Это тоже очень тонкий психологический процесс. Основные хорошие результаты мне оттуда видят. Вот сегодня вы участвуете в акции, вы специально сюда приехали, 10-я все-таки, но интересно только одно. Насколько опыт ваш показывает, а что я говорю-то, 8 лет, насколько необходима именно ваша структура для жизни граждан, которые к вам приходят? Опыт что показывает? Они возвращаются обратно в ту жизнь, в которую жили, или нет? Нет, есть, конечно, которые люди возвращаются, некоторые люди. Но в основном у нас показатели 70-80% уже возвращаются в нормальную жизнь. Я хотел бы задать вопрос, помните нашу первую акцию, и помните того русского мужичка, да, который потом я встречал уже в городе, он охранником работал. Это же ваша работа, да? Он же у вас там проходил реабилитацию. Из больницы на Пионерской там владеет. Вот там встретил, охранником там работал. А сейчас его судьба как? Он у вас или ушел уже? У меня таких много. Про кого говорите? Наверное, про Чувашова. Про Чувашова, походу, первую. Да. Про Чувашова говорил. Он нормально уже ресоциализировался, мне тоже помогает. Он водитель хороший, машину делает. У нас УАЗик постоянно ломается, приходит, живет, к внукам возвратился. Хорошо все. А немножко подробностей про семью я что-то не понял. У вас что случилось? Кто-то женился, что ли? Вот такие результаты тоже есть. Это как? Кто-то из реабилитантов женился, там, с семьей возвелся. Основная проблема у вашего «Алмаза» какая? Это все-таки эти люди или же еще какие-то есть номенклатурные проблемы? Нет? Я хотел узнать. Сейчас в акции вы набираете людей тоже? Я хотел узнать, есть какие-то на сегодня все-таки уже 10-я акция, такие проблемы, которые вы мешали заниматься вашей деятельностью? Много. Много, да?
в основном финансовые поставили. А вот как вам тогда удается все это делать? Бог помогает. Бог помогает. И Ильдархан помогает, Минтруд помогает, Минмол помогает. Ну, в общем, мы диалог с этим, с государством уже сделали. Они посмотрели как нашу работу, постоянно оценивают. И вот нормально работает. Всё Вот это сегодня будет хорошо. вы тоже опять людей набираете. Но они же отказываются работать, да, в основном? Или вы уже набрали тех ребят, которые хотят попасть? Ну, сначала все вот зависимые люди, у них тунеядец тоже появляется, это тоже психологическое отклонение вот, зависимых людей. Поэтому вот трудотерапия везде и во всем мире лечит. Человек должен вот, научиться трудиться сначала, обрести потерянные навыки и возвратиться обратно в нормальную жизнь. Для этого им нужна вот, психологическая в основном помощь. И вот работа в коммуне возвращает обратно жизнь. В природе, животными. Во всем мире такую методику используют. Это как психологи, как эмпатия. Это вот добродушие, там, ну, такие чувства. И вот нормальные, человеческие, которые они потеряли, возвращают. С вашего опыта, вот сегодня мне все говорят, вот 2 года не было акции, да, контингент помолодел, да? Да. Сильно помолодел. Когда мы начинали, в 2018 году он был более постарше, сейчас он молодой. И это вас тоже как бы настораживает. И в данной ситуации просто хотел спросить, у вас вот, вам в ОАЛМАЗ можно только на акции попасть или можно вообще приходить, интересоваться этим? Да, конечно, можно. А как это сделать? По сайту, по Да, у телефону? нас есть и сайт, и соцсетях, ОАЛМАЗ, там помощь наркотовизм, Google независим, везде выскакивает. То есть вот набери ОАЛМАЗ, да, Якутск, И мой номер телефона появится. Сегодня вы сколько народу набрали? Взяли, люди согласились в первую очередь? 3 человека сказали. Уже 3 человека. Но это говорит о том, что не все такие, кто хочет дальше продолжать Номера такое. телефонов даем. Подумают, все равно позвонят. И что вы могли сказать, вот, как бы, вы помните, когда мы первую акцию делали, потом весной, зимой, на сегодня вот отработанность межведомства есть, насколько он вам помогает вообще. Сделано то, что тогда, помните, вы говорили, что надо то, как бы выполнено то, что межвед появился, такой серьезный, четкий, отработанный. Да, конечно. Даже вот в плане того, что мы со всеми вот лично знакомимся. Вот здесь собрались, всеми поздоровались, уже работа легче. Кому-то подошел, попросил, вот помните, мы в акции встречались, вот такая помощь нужна. Даже вот документы сделать, даже флюорография, даже вот это все объединяет очень. Спасибо Сардане Михайловне, что она организовала такую акцию. Спасибо. Ну вот, акция скоро подходит к концу. Ну, еще будет партия людей, наверное. Ну и еще раз хочу напомнить, эта акция, она скорее для людей, которые в силу определенных причин не могут сделать все документы, пройти медосмотр и встать на разные государственные учеты, которые необходимы в этой жизни. И мы скоро подведем итоги этой акции. Будьте у нас на связи. До встречи.